Инусбек Евкуров встретился с собственным корреспондентом информационного агентства ТАСС в Ингушетии Русланом Майсиговым. Глава поздравил его с днем рождения, пожелал здоровья, счастья и творческих успехов. За 23 года работы в агентстве Майсигов, освещая события в Ингушетии, не раз демонстрировал самоотверженность и личное мужество в экстремальных условиях. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев вручил корреспонденту ИТАР ТАСС в Ингушетии орден мужества за героизм и высокий профессионализм. Вот мы говорим о том, что все время говорим о том, что мы много сделали в социально-экономическом плане. Мы говорим о том, что там программу выполнили, построили много объектов. Для меня, конечно, это очень важные моменты. И вот дворец спорта ничего стоит. Но я считаю, что это не самое главное, то, что сегодня в республике. Самое главное, это то, что свобода у людей, то, что они могут сегодня критиковать власти, это самое главное. Завоевание ваше и наше. Мне кажется, это самое главное. То, что власть сегодня доступна, с властью можно общаться и с властью можно говорить. Это самое главное завоевание. Есть в некоторых регионах, где люди боятся, живут в страхе. Этого самое главное у нас нет, у нас есть свобода, вот это самое главное. Принцип управления должен быть такой, как в семье. С людьми надо разговаривать как со своими родными и близкими. И если ты будешь заставлять своих детей, семью свою работать за страх, от страха быть наказанным, от страха быть, оно, конечно, хорошим не приведет в последующем. Методы принуждения нужны. Это есть уже. Такие люди есть, пока там по голове не стукнешь, что-то не сделают. Но методы убеждения, они всегда имеют больший эффект для истории, на будущее, на поколение. Поэтому, конечно, надо больше и больше убеждать. Особенно молодежь сегодня, которые должны видеть, понимать, для чего это все делается. Те же объекты там, и спорта, и здравоохранения, и школы, там, и любые объекты, и дороги, которые строятся. Все люди должны понимать, что в первую очередь это строится для них. Поэтому мы как делали, так и будем делать со всеми методами убеждения. А тот, кто за рамки выходит, конечно, там будем применять и методы принуждения.